Ну что ж, ребята, вот мы прошли границу довольно-таки очень быстро, без никаких нервотрепок. Теперь у нас отличная дорога, как вы видите, федеральная. Мы решили сейчас проверить давление, подкачать, потому что впереди будут немаленькие скорости. Да и ехать до Байкала нам осталось примерно 200 километров. 2,25 должно быть. Каждое деление это 0,2. Вот я 2,4. Нормально, да, значит? 2,4 у тебя. Вот, проверяем давление. Сейчас мы находимся неподалеку от Кяхты. Вот это вот Кяхта, да, кажется уже? Потому что там указатель был полкилометра. Прямо на Улан-Удэ. Мы в Улан-Удэ заезжать не будем. Черканем и уйдем сразу же на южный берег Байкала. Прям так волнительно, не верится, что вот с Улан-Батора выехали в 8 утра. Нет, в 7 утра. 7:15 где-то. И вот после обеда, ближе к вечеру уже будем там. Офигенно. Все? Да. Есть что добавить? Настроение зашибись. Yeah! Ой, мама, держи меня! Я как с цепи сорвался, выехав из Монголии в Россию и попав на такие классные дороги. Уф, прям кайф! Такая красота! Слева, справа лес, сосны. Ну чем не Алтай, а? Кайфую просто, еду и кайфую. Не нужно всматриваться в дорогу, выискивать какие-то непонятные ямы, кочки, колдобины. Просто едешь, входишь в поворот, держишь газ и кайфуешь. Офигенное ощущение. Просто офигенное ощущение. Едем на Байкал. Транзитом проскочим через Улан-Удэ. Мне нужно бы деньги поменять, рубли купить. Вот, время 4:30. Как бы уже довольно-таки поздно, потому что нам нужно ехать до Байкала. До Байкала около 400 километров. Сейчас 200 до Улан-Удэ. И оттуда, если мне навигатор мой не врет, еще около 200 километров. Вот такие пироги, ребята. Проезжаем Гусино-Озерск. Решили остановиться, пофотаться. И бац, Бог нам послал собаку. Откуда ни возьмись. О! Кто бы мог подумать, да, собака? Гуляла себе, раз такая, подошла. И тут чебурек с мясом монгольский. Вот так. Творите добро, и оно вам вернется. Ярослав говорит, сейчас едет. У него бат что-то передний этот тормоз заклинил. Потом как разобрали здесь, то ли песок, то ли что сюда попал, камешек. Вот так вот отодвинул ручку тормоза переднего. Что-то вывалилось отсюда, и он заработал. Странная вещь. Даже хлеб съела. Какая голодная, а? С нами поедешь? В Улан-Удэ? Или в Алма-Ату? Решать тебе? Все, что ли, заточил? Да, даже хлеб, прикинь. Это большая редкость, чтобы собака просто хлеб ела. Понюхай. Сыр. Сейчас дам. Вот. Вот. Ой. Даже сыр слопала.
На часах 7:20 вечера. Понятное дело, что сегодня на Байкал мы не успеваем. Поэтому решили здесь остановиться, в Улан-Удэ. Сейчас будем искать, где поесть, где переночевать. Завтра утром не спеша поедем уже на Байкал отдыхать. Очень симпатичный город, я вам скажу. Мне так нравится. 2 реки проехали только что. И водят автомобили очень цивильно люди, очень аккуратно. Как и мне кажется, пока что. Все понятно, доступно. По сравнению с Улан-Батором, конечно, это небо и земля. Небо и земля. Вот Мирослав крутит головой, ищет, куда бы упасть. Но мне кажется, что это не тот район, где можно было бы хорошо поесть и найти, где переночевать. Возможно, придется пойти дальше в центр. Бузы, да? Как это называется? Бузы. Бузы, бурятские бузы. Мы доехали до Улан-Удэ. Нашли место, где поесть. Рестобар «Пельмень». Очень красивый интерьер. Здание гостиницы находится. Наконец-то поели нормальной, понятной еды. Пельмени, салат «Цезарь» там. Вот местное блюдо. Очень устали. Сейчас поедем искать гостиницу. Мы в Улан-Удэ. Наконец-то самый нормальный цивилизованный завтрак. За все 2 недели путешествия. Только что съели яичницу, бекон, грибы, что там только не было. На часах около 10 утра. Сейчас выезжаем в сторону озера Байкал. Вот так. Выезжаем из Улан-Удэ. Движемся на Иркутск. Посовещавшись с местными, с друзьями, знакомыми, мы решили ехать в Иркутск, так как там более живописно, чем в районе Бабушкина, Мурина. Поэтому нам сегодня предстоит проехать 453 километра. Но эти километры несравнимы с километрами бездорожья, грязи, пыли и всяческого аврала в Монголии. Так что будем ехать, фотографироваться, наслаждаться. Google дает 5 часов дороги. Ну, к вечеру, думаю, доедем. Улан-Удэ мне очень понравился. Я люблю обычно говорить. И я мог бы даже здесь жить. Серьезно, мне очень понравилось. Однако здесь холодно. Я все-таки человек южный. И вот сейчас температура воздуха летом, не знаю, наверное, максимум до 23-28 поднимается. Сейчас утром я посмотрю. Так, 18,5 сейчас. Время почти 11. Мы ехали по трассе Р-258 и решили пообедать прямо на берегу Байкала. Но как проехать? Как проехать? Посмотри, Maps.me. А, вон переезд, да? Там вроде бы переезд, нет? Это военные фильмы, как люди уходят, да, я боюсь поэтому. Давай, ты иди. Давай я вперед пойду. Ё-моё, я реально очкую. Ходи по этому дерьму, блядь!
Фу. В первый раз в жизни хожу по такому болоту, бля. Как в фильмах про войну. Бля, как страшно. Бля, может мы зря это делаем все? Смотри, там даже машины заехали как-то. Ну я говорю, искать это нахуй надо, да? Я подал, что мы деньги. Бля, люди смеются над нами, наверное. Ё-моё. Ну вот вам и приключения, бля. Мир, нахер надо, пойдем отсюда. Блять. Тут даже местные не ходят. Это ужас какой-то. Они же местные, они знают. Что-то я очкую нах. Подожди еще 180 километров. Будет тебе берег. Ах, ёпта. Ё-моё, это страшно. Бля, это как говно какое-то. Уф, бля. Мерзко. Ага. Трясина хочет нас сожрать. Бля, еще тащить это все. Плохая идея была изначально. Мир, как называется эта рыба? Омуль. Омуль. Горячего копчения. Ну, типа коктала. Мы проезжали по трассе, и там сельчане просто на дорогу выходят. У них там большой такой чан. Коптильня, да. Оттуда идет дым. Миру было интересно, остановился, посмотрел, что там. А они вот коптят рыбу. Едим. Очень вкусная. Прямо с Байкала. Напрямую к нам в рот. Вот так. И вот наш супчик. Рис японский. Почти дошли. Ну, вы только что видели. Сейчас поедим и на Иркутск. Вот мы и поели на берегу Байкала. Мы дошли до него чуть-чуть. Там мы видели сами. В общем, сейчас будем. Здесь кухарики, здесь есть. До Иркутска осталось 180 километров. Там еще 60 километров. Я не знаю, как называется следующая база. Ты не знаешь название? Листвянка. Листвянка, село Листвянка. Вот в 120 километрах от Иркутска. Здесь просто офигенная серпантинная дорога. Прям супер. Получаешь удовольствие не только глазами, но и правой рукой, да еще и задницей. Офигенные такие плавные повороты. Супер. Прям еду и кайфую. Жаль, что у нас в Казахстане нет подобного. Проезжаем по поселок Култук. Очень красивый свет. Так, на часах 5:27, до Иркутска 100 километров. Огибаем Байкал. Очень оживленное село. Тут неподалеку была большая сортировочная железнодорожная. Наверное, это и объясняет, почему здесь так бурлит жизнь. Вот мы поднимаемся на гору.
Оттуда, надеюсь, получится сделать хороший кадр Байкала. Вау, какая красота!